Когда вы у меня были последний раз? Очень давно. Ага. Сейчас в настоящее время что? Настоящий только вот этот кашель, мокроту. Сезон эпидемии гриппа в самом разгаре. Родители вместе с детьми уже простаивают в очереди на прием к лечащему врачу. Румани Каимова пришла в поликлинику с дочкой. Полуторагодовалая Амира сильно простыла. Самолечение не помогло, и женщина решила обратиться к врачу, чтобы тот выписал ей лечение на основе лекарств отечественного производства. Я пользуюсь лекарствами, которые считаю, что они более помогают. В аптеках смотрю, и покупаю их, предпочитаю советские. Даже если я перепробую импортные, они мне не помогают. Какие медикаменты лучше, отечественные или импортные? На этот вопрос порой затрудняются ответить даже врачи. Все равно мы стоим перед выбором. Очень индивидуально здесь каждому препарату надо. Я же вот говорю, допустим, амоксициллин. Ну, нет достаточно средств, можно обойтись амоксициллином нашим советским. Да? А в плане того, ребенку, допустим, конечно, я считаю, что флемоксин, флемоклав, вот этот препарат, который содержит в своем составе амоксициллин и клавулановую кислоту, он более обладает биодоступностью, и более дети его лучше воспринимают в плане того, что приятный вкус у него, детям он больше нравится, меньше побочных эффектов, меньше проявлений со стороны кишечника, явления дисбактериоза. В большинстве случаев врачи все же отдают предпочтение медикаментам отечественного производства, поскольку помогают они ничем не хуже импортных, а стоят гораздо дешевле. Можно и не переплачивать. Тот же, допустим, Фервекс, да, который в своем составе содержит и парацетамол, и аскорбиновую кислоту. Можно заменить нашим отечественным препаратом, тем же парацетамолом. Вот. Или, допустим, ту же ножпу импортного производства на отечественный дротаверин, но совершенно ничем не хуже. Сегодня в аптеках можно найти широчайший ассортимент лекарственных средств. Фармацевты в равных количествах заказывают товар как российского, так и иностранного производителя. Малика Асуева своим клиентам советует в основном отечественную продукцию. В условиях кризиса это меньше бьет по карману, считает женщина. Но несмотря на это, большинство людей предпочитают переплачивать. Есть такие препараты отечественные, которые выходят лучше, чем импортные. Но кто как берет. Есть, например, тот же нурофен. В составе содержится действующее вещество ибупрофен. То же самая доза 200 мг. Есть еще ибупрофен, наш отечественный. Вспомогательные вещества, желатин, кремний, тальк, то же самое. Экономить на своем здоровье не хочет никто. И даже если медицинский препарат по всем показателям дает одинаковый эффект, кто-то все равно выбирает бренд. Однако есть и другая категория граждан, которая придерживается позиции: если нет разницы, зачем платить больше. Динара Мурадова, Руслан Балаев, Дани Хавхаров. Новости.